Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Состоялось совещание Рамзана Кадырова. Горный район, что он развивать Ешью Дон, в частности Дон, Тубгалинский Дон. На повестке социально-экономическое развитие 3 горных районов региона. На страже безопасности. После обнаружения противника солдаты высадились в поле и вступили в бой с условным противником. Объединенная группировка войск по Чеченской Республике в честь юбилейной даты провели учения по ликвидации незаконного вооруженного формирования. Слаженная работа. Помощь была квалифицированно проведена, очень оперативно, всех мы распределили. В Грозном прошли совместные учения Центра медицины и экстренных служб. Какую трагедию получилось предотвратить, расскажем в этом выпуске. Шелковской район продолжает развиваться. В нем активно возводятся социальные и медицинские учреждения, которые позволят решить ряд проблем и обеспечат комфортные условия для населения. О последних преобразованиях муниципалитета расскажет Медина Мударова. Недавно текущее состояние социально-экономического развития муниципалитета Шелковского района обсуждали на совещании в правительстве под руководством главы Чеченской Республики. Там же глава администрации Харьковского сельского поселения Салман Музуев рассказал Рамзану Кадырову о необходимости строительства фельдшерско-акушерского пункта. Имеющийся ФАП располагался в арендованном помещении здания администрации сельского поселения. Фельдшерский пункт сельской администрации. Типовое создание программы в рамках формирования регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения на 26-30 года. 26-30 года. 26-30 года. Цигайц обслуживают еще на данный момент. Администрация комнаты. Арендуемые пока. По республике арендуемые метрично. Якось даниш мацаиз на самом деле дон. Хаджа дон. Последующим его что он инвестор керует, да, что договориться, да и кое-то вигалат решить дело здравоохранения моей, да, что чтобы комфортно обслуживать халитерам, да, что. Решив организационные вопросы, сразу же приступили к возведению. Оно идет за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджикадырова. Мощность составит 25 посещений в смену. В нем будут предусмотрены кабинеты для фельдшера, акушера и медсестры. Пока строительство на начальной стадии, закончить работы планируют осенью. За последние годы облик Шелковского района значительно улучшился. Появилось множество объектов, наблюдается также развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры. Все это было бы невозможно без поддержки Рамзана Кадырова, отмечает заместитель главы администрации Шелковского муниципального района Салман Аскиев. يحلقها وشوان عدغة بوخبة تسعة проблема любого не يشو حاجو وفند كيجو إمانيسينس مص ويشملو رأيونا حيو تعقيل جن مش مصهم ديشلو. Работы охватили весь Шелковской район. Например, в станице Курдюковская начали бурить артезианскую скважину. В населенном пункте за последние годы было построено множество социально значимых объектов, увеличилась и численность населения. Это 2278 человек. Из-за этого наблюдалась проблема слабого давления воды на некоторых улицах. Здесь пробурено уже 120 метров. Стоит отметить, что в Шелковском районе это будет уже 5-я скважина. Она будет обеспечивать водой население не только станицы, но и близлежащую школу на 720 мест. Строительство школы также на финишной прямой. Общеобразовательное учреждение откроет свои двери уже в сентябре. Без внимания не оставили одну из острых проблем – реконструкция газовых сетей протяженностью 72 километра. Они охватывают весь Шелковской район. В начале этого года у нас наблюдалась некоторая нехватка газа в нескольких населенных пунктах из-за роста производственных мощностей. Но сейчас благодаря нашему руководству у нас материалы завозятся ежедневно, работают несколько бригад
по стыковке разных диаметров полиэтилена. И мы думаем и надеемся, даже уверены, что к началу отопительного сезона все работы будут закончены. От станицы Каргалинская газовые трубы проложат до Дубовской и Бороздиновской. На участках работает 6 бригад и 5 единиц спецтехники. Газ будет проложен через полиэтиленовые трубы 355 диаметра. Они выдерживают до 12 кг давления и не подвержены деформации. По итогам 2023 года район занял 4-е место в рейтинге оценки эффективности деятельности муниципалитетов. Уже реализовано 14 инвестпроектов, в процессе находится еще 17. В рамках нацпроекта образования построены 2 школы и 2 детских сада, участковая больница, благоустроены 33 общественные территории. Возводятся 2 мечети, одна из которых в станице Новощедринской на 1500 молящихся. За счет благотворительной организации построена детская районная поликлиника. Все работы направлены на то, чтобы сделать жизнь в Шелковском районе более комфортной. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Сайтели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. В честь 25-летия со дня образования объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России в Ханкале провели учения. Солдаты воздушно-поисковой штурмовой группы совместно с авиацией выполнили задачи по поиску и уничтожению банд групп на труднопроходимой местности. Объединенная группа войск Национальной гвардии Российской Федерации по Чеченской Республике много лет проводит защиту субъекта от посягательств врага. Однако в этот раз задания не боевые, а учебные. Они посвящены 25-летию образования группировки. Учебные мероприятия шли с использованием авиации и сухопутных войск. Цель идентифицирована. Теперь поступает приказ об уничтожении. После обнаружения противника солдаты высадились в поле и вступили в бой с условным противником. Ситуация максимально приближена к реальной, а с высоты их страхует второй вертолет с дополнительной огневой поддержкой. На земле личный состав воздушно-поисковой штурмовой группы демонстрирует слаженность и отточенность действий. Стрелковыми очередями группа противника ослабевает, и его численность сходит на 0. В небе в это время кружит вертолет, осуществляющий детальную разведку. После завершения задания идет эвакуация в вертолете, который поджидает именно здесь. Остальные военнослужащие прикрывают, чтобы не было внезапных дополнительных выпадов. Впереди ожидалась тренировка артиллерийских наводчиков. Сам он по сценарию находится в вертолете и поддерживает связь с самолетами фронтовой авиации в готовности наведения воздушной группы. Такие учения проходят на постоянной основе. Турпал Алит Айсумов, Сайтимин Мусаев и Сайтселя Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. Министерство туризма Чеченской Республики организовало в субъекте соревнования по эндуро на мотоциклах «Гонка в Чечне». Участие в нем приняли около 150 участников из различных регионов России. Как прошли экстремальные заезды гостей, расскажет Рамзан Абуев. Крутые подъемы, узкие тропы и каменистые участки. Мотоциклисты сталкиваются с разнообразными препятствиями. Гонщики на полном ходу седлая своих железных коней с огромным азартом стремятся преодолеть сложные преграды созданной трассы. Это событие собрало 150 спортсменов из различных уголков страны. Организаторы тщательно подготовили трассы, которые сочетают в себе сложные участки и живописные ландшафты. Мероприятие приурочили к 73-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие проводим уже 3-й год. У нас каждым году больше и больше приезжают люди. Почему? Потому что большинство гонки бывает в равнинных местах. Это получается 100% эндуро в горах. Поэтому эндуристам это очень нравится и бывает очень довольны после. 3 класса бывает: золото, серебро, бронза. У каждого класса свои маршруты. И протяженностью 40 километров, 38, 35, 45 разные. Эндуро – захватывающее сочетание скорости, стратегии и приключений, которое привлекает как профессионалов, так и любителей. Каждый заезд – это возможность проверить свои пределы. Именно это привлекает в этом виде спорта Илью Молчанова. Вчерашний маршрут был более ходовой, ехали быстро относительно сегодняшнего. Сегодня пришлось технически поработать, река была очень сложная. Деревья были скользкие, из-за этого были сложности. Застревали, падали, кувыркались. Все вместе ехали, и того все хорошо. Главное, преодолели маршрут, за этим и приезжали.
Атмосфера соревнования полна энтузиазма. По итогам гонок были определены победители в различных категориях. Бронза досталась Владимиру Олейникову, серебро взял Сулеймен Байрамуков, а абсолютным победителем стал Михаил Гаврилов. В этом году было особенно интересно, потому что пошел дождь, и треки стали такие очень техничные, очень рабочие. Нужно аккуратно ехать, чтобы тебя не скинуло. Пару раз приходилось вообще слазить с мотика, прокатывать мотоцикл, чтобы не улететь в обрыв. Вот, но это тем самым добавляет такой вот азарт, и мастерство свое ты проявляешь. Вот, в целом очень понравился. Второй день прям шикарный. Очень много технически сложных спецучастков было. Ну, особо никуда не спешил, ехал аккуратно, чтобы не травмироваться, скользко все-таки. Вот, ну, тем не менее, держала определенный темп, и, не знаю, часа 3, наверное, ехали мы. Состязания стали ярким испытанием для участников. Гонщики уже ждут следующего похода, который обещает быть не менее захватывающим и динамичным. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Центр естественно-научной и технологической направленности «Точки роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр цифрового образования IT-клуб получили в свое распоряжение новое оборудование. Оно поступило в рамках национального проекта образования. Конструкторы, радиоэлектроника и другие полезные вещи станут хорошим подспорьем для будущих инженеров. Материально-техническая часть пополнена в том числе за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Мы производим процесс отгрузки учебного оборудования для нужд образовательных организаций, которые поставлены в рамках национального проекта образования. То есть это оборудование для создания общеобразовательных организаций, центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста». Всего в текущем году у нас в рамках данного проекта создано 42 точки роста. Это сельские школы и малые города Чеченской Республики. Также сегодня производится отгрузка оборудования для создания детского технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования IT-клуб. В этой связи хочу выразить слова благодарности в адрес главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, благодаря которому система образования постоянно развивается, совершенствуется. Около 200 школьников и студентов образовательной организации Чеченской Республики приняли участие в конкурсе сочинений эссе «Герои не умирают». В стенах актового зала Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации подвели итоги соревнования на тему биографии и жизненный путь Ахмад Хаджи Кадырова как образца лучших качеств человека и национального лидера, а также противодействию распространению идеологии экстремизма, терроризма и других враждебных идей. Конкурс был организован в 5 номинациях среди детей разных возрастов и прошел в рамках плана мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики. У нас очень много творческой молодежи, которая имеет очень активную жизненную позицию. Тактика специальное учение по отработке алгоритма реагирования службы медицины катастроф на чрезвычайные ситуации провели в станице Червленная. Были задействованы все экстренные службы. Как справились оперативные бригады с заданием, узнавал Рамзан Абуев. Я правильно набрала 101? Да. У нас тут ДТП, станица Червленная. По легенде, учения на 88-м километре участке федеральной автодороги Р-215 столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате ДТП травмы получили водители 2 транспортных средств и 8 пассажиров, в том числе 1 ребенок. Прибывают оперативные экстренные службы. Вследствие деформации автомобиля водители и 2 пассажира оказались заблокированы. Сотрудники МЧС извлекают пострадавших из машин и оказывают первую доврачебную помощь. Бригады скорой помощи проводят диагностику состояния пострадавших, определяя наличие жизнеугрожающих травм. Здесь также находится бригада и Центра медицины катастроф, поскольку авария крупная. Пострадавших около 15 человек. Погибших пока нет. Погибших нет. 15 помощи, нужно дополнительно еще 15 бригад. Из них 2 реанимации, 2 врачебные.
Пациент номер 5 – пассажир автобуса. В сознании, но на вопросы отвечает с трудом. Движение в правой конечности ограничены, правое бедро деформировано, в этой же области обширные ушибы и ссадины. На счету каждая секунда. Мы сейчас наблюдаем открытую рану правой конечности, производим гемостаз, стоп кровотечения первичное. Прикладываем стерильную салфетку на область раны, тем самым предотвращая риск вторичной инфекции. Служба медицины катастроф играет решающую роль при ДТП благодаря своей способности оказывать своевременную и эффективную помощь пострадавшим в массовом масштабе. По мере того, как спасатели эвакуировали из опасной зоны, перенесли на безопасную зону, перенесли пострадавших, там наши бригады распределили совместно со скорой помощью. Ситуация была сложная, были травмы различного характера, открытые переломы с кровотечениями, травмы грудной клетки, черепно-мозговые травмы, травмы челюсти, различного характера. Помощь была квалифицированно проведена, очень оперативно, всех мы распределили. После оказания первой медпомощи пострадавших для госпитализации доставляют в Шилковскую ЦРБ, вторую Грозненскую детскую клинику и республиканскую больницу имени Ханбиева. Оценку межведомственному взаимодействию и уровню отработки слаженных действий бригад экстренных служб дает начальник штаба. Цель наших учений – это, во-первых, организация оказания помощи пострадавшим. Второе – взаимодействие между службами, участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также порядок оказания, порядок извлечения из транспорта, где оказались заблокированными пассажиры, порядок соблюдения алгоритма оказания помощи. На сегодняшний день, я считаю, нам удалось нормально отыграть эти учения. В тактико-специальном учении по отработке алгоритма реагирования службы медицины катастроф при ДТП принимают участие десятки представителей Минздрава, МВД и МЧС. Именно профессиональные действия спасателей в первые минуты способствуют сохранению человеческой жизни. В таком масштабе тактико-специальное учение по отработке алгоритма действий при ДТП проводится регулярно. Они способствуют повышению квалификации сотрудников экстренных служб и совершенствованию системы помощи, направленной на защиту здоровья и жизни граждан. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.